Мне на этот вопрос сложно ответить, потому что я не могу встать в их шкуру. Плюс-минус. Я не знаю, за сколько Родина продается. Ал енді Я буду выпускать по одному видео о платформе Сбер, пока на мой счет в Халык-банке не перечислят 500 миллионов тенге. Это примерно как 500 миллионов долларов, только в 425 раз меньше. Пока продолжим. Армсыздар ағайындар. Сегодня многие казахи в социальных сетях радуются победе гражданского общества, о том, что они говорят про то, что платформу ЕГОВ не будут отдавать Сберу. На сайте Улусмедиа написано «Қоғам жеңісі ЕГОВ Сберге берілмейтін болды». Вот пример таких постов. Қазақтар сүйінші ЕГОВ Сбербанктың платформасына өтпейтін болды. Все репостят один и тот же пост Мухтара Тайжана. Давайте его прочитаем. Существенные изменения в позиции правительства по вопросу способов дальнейшей цифровизации Казахстана. Первое заседание экспертного совета прошло вчера. Во встрече приняли участие много казахстанских IT-компаний. Из гражданских, скажем так, я был один. Есть существенные хорошие новости. Как я понял, под грузом общественного недовольства за прошедшие 2 месяца позиция правительства претерпела значительные изменения, о которых в самом начале заседания заявил министр Багдат Мусин. Первое. Сбербанк не будет заниматься дальнейшей цифровизацией Казахстана, как, видимо, изначально планировалось. Дальнейшим цифровым развитием нашей страны будут заниматься исключительно казахстанские IT-компании. Это тектонический сдвиг в позиции правительства. И думаю, что это заслуга активного гражданского общества, то есть нас с вами. Ну, я в прошлых своих видео уже это разбирал, про то, что уже когда Багдат Мусин встречался с блогерами, с 7 блогерами, было понятно тогда, что фокус будут переводить на казахстанские компании. Они говорят, что нет, мы никакой разработкой Сбер заниматься не будет. Его разработкой этой платформы будут заниматься наши казахстанские IT-компании, а у Сбера мы покупаем только исходные коды. Исходные коды, то есть какой-то набор из 50 популярных программных продуктов, которыми пользуются все программисты на Земле. И вот эти 50 в основном бесплатных и продуктов с открытым кодом, которые Сбер вместе соединил, мы и собирались покупать. Да? Это то, что было озвучено на первом круглом столе. И, собственно, с тех пор не очень-то много изменилось. Давайте прочитаем дальше, потом обсудим. Второе. Соответственно, Сбербанку не будут переданы никакие личные данные граждан Казахстана. Сбербанк никогда не будет иметь доступа к нашей страновой базе данных. Это же касается и любых других иностранных структур. Все базы данных наших граждан будут физически храниться исключительно на территории Казахстана на режимных объектах и под охраной. Здесь опять же выдается, как будто бы это что-то новое, как будто бы это гражданское общество добилось своей активностью этих перемен, но с самого начала вопрос именно так ставился. Багдат Мусин никогда не говорил, что личные данные граждан Казахстана будут храниться где-то за пределами охраняемого периметра. Он всегда говорил, что они будут храниться на территории Казахстана, на режимных объектах и под охраной. Это все было озвучено им самим еще 9 сентября этого года во время круглого стола. И я никогда не высказывал сомнений о том, что это будет не так.
Я всегда был уверен, что именно так это и будет, что вы можете посмотреть мои видео, там я говорю про то, что я уверен, что это именно так и будет, потому что у нас в стране были построены ЦОДы, центры обработки документов, то есть дата-центры. У нас есть помимо ЦОДов Казахтелекома, на которых нечего запускать, то есть их построили, это железо купили, но не знают, как эти деньги отбить. Как бы у нас приняли там в каком-то году закон, по которому все сайты, находящиеся на домене KZ, обязаны хоститься на территории Казахстана, потому что я думаю, что наше руководство рассчитывало, что таким образом оно загрузит вот эти построенные дата-центры, и Казахтелеком сможет зарабатывать деньги. Позже у нас начали двигаться в стране российские дата-центры, например, ИТ-Град или IT-Град. Тоже это такой хостинг, который агрессивно пиарится нашими властями. Поэтому я думаю, что эти данные будут как-то связаны с такими... И хранение этих данных будет связано с такими решениями. Поэтому я никогда не сомневался, что физически эти данные будут находиться на территории Казахстана. Высказывались опасения, что будет с доступом, потому что говорилось, что доступ к нашей инфраструктуре получат российские специалисты. Что потом тоже опровергалось уже в конце октября на встрече с блогерами. Дальше. Третье. Соответственно, озвученная сумма в $500 миллионов в основном останется в Казахстане в ближайшие 5 лет в виде оплаты работы отечественным IT-компаниям и их сотрудникам-разработчикам, а также для создания огромной серверной базы для хранения данных на территории Казахстана. Смотри пункт 2. Ну, то есть, вот это тоже никакая не новость. Эта информация стала известна после встречи Багдата Мусина с теми 7 блогерами, когда нам пояснили в том, что 500 миллионов тенге – это стоимость всего проекта, это не те деньги, за которые покупают вот эту сберовскую платформу, что только часть из этих 500 миллионов $500 миллионов пойдет на оплату исходных кодов этой платформы. Остальная часть пойдет на разработку силами отечественных IT-компаний. И также часть пойдет на покупку серверов. Ну, то есть, получается, что те доводы, которые Багдат Мусин во время круглого стола озвучивал, они оказались не совсем состоятельными, потому что он говорил про большие расходы, которые государство несет для оплаты серверов, для покупки и содержания вот этих серверов, а также других продуктов, ПО и так далее. Ну, то есть эти расходы никуда не деваются, просто нам сказали, что нам просто разъяснили, что эти 500 миллионов, они будут распределены между вот этими 3 большими группами расходов. Никакой новости в этом пункте тоже нет, никакой победы здесь тоже нет. 4. Вся эта новая программа цифровизации Казахстана рассчитана на ближайшие 5 лет
И в это время потребуются импортные компоненты, как и для любого производства. В этом случае импортные компоненты будут приобретаться исключительно с так называемыми исходными кодами, со всеми описаниями. Это принципиальное условие. Это позволит нашим IT-специалистам уже самостоятельно их дорабатывать для нужд Казахстана, использовать независимо от иностранного производителя. Опять же, в 4 пункте тоже нет ничего нового. Это все тоже озвучивалось во время круглого стола 9 сентября, когда Багдат Мусин сказал, что почему мы хотим покупать именно Сберовскую платформу, потому что они согласились нам открыть исходные коды и дать по истечении какого-то срока, по-моему, 1,5 лет, чтобы наши казахстанские специалисты могли, грубо говоря, форкнуть это решение и распространять его независимо. То есть дали возможность лицензировать свой собственный форк. То есть здесь очень важно, что имеется в виду под вот этими импортными компонентами, да? Например, российская ПО, российская платформа Сберовская, она считается импортной? Я думаю, что считается, потому что Россия это другое государство, соответственно, то, что покупается из России, считается тоже импортом. Опять здесь фокус идет, что мы берем именно исходные коды. Это все повторяется нам с 9 сентября. Это все повторялось точно так же. Под видом новой информации это преподносилось нашими блогерами, что нет, никакой платформы мы не покупаем, мы просто покупаем исходные коды. Исходные коды это то, что нужно, это то, что позволит нам потом это дорабатывать и использовать. Это все уже озвучивалось 9 сентября. Это не что-то новое. И это никак не отменяет риски, про которые я говорил во всех своих видео. Нам до сих пор никто ничего не рассказал. Никто не сказал, что это за компоненты, которые нам нужно купить. За какую сумму эти компоненты будут покупаться? Зачем они будут покупаться? Что значит импортные? Откуда эти компоненты будут приобретаться? Из России или откуда? Почему мы покупаем эти импортные компоненты именно у тех, у кого мы будем покупать? И почему мы покупаем эти компоненты именно за эти деньги? Если верить словам Багдата Мусина от 9 сентября, да, нам нужно примерно 50 продуктов, которыми и так уже, по его же словам, пользуются сегодня программисты. И все эти продукты, большая часть из них уже обладают, их исходный код уже открыт. Почему нам нужно покупать? Почему нам нужно приобретать эти компоненты? Кому мы будем платить и за что? Если прямо сейчас можно пойти на GitHub и получить этот код, открытый код бесплатно, он не является каким-то секретом. Что именно мы собираемся покупать? Нам до сих пор ничего никто не сказал. Ладно. Читаем дальше. Как видите, в последние 2 месяца позиция правительства и министра претерпели существенные изменения в более конструктивную сторону и во многом являются результатом активности граждан, а также налаженному диалогу с Багдатом Мусиным. Все эти заявления министра и главы НИТ, подведомственная организация, в целом отвечают моим и не только моим пожеланиям, требованиям, которые я озвучил после встречи с общественниками 2 недели назад. Ну да, нам пытаются создать картину, как будто бы у нас произошли огромные изменения в позиции правительства и лично министра Багдата Мусина под
под воздействием нашей с вами конструктивной критики и нашей с вами активности. Но я не вижу никаких существенных изменений. Да, были какие-то изменения за 1,5 месяца с круглого стола 9 сентября до встречи там какого 24 октября. 1,5 месяца министр Багдат Мусин и его помощники не сидели сложа руки, они думали, как исправить тот плохой пиар, который получился, да, с подписанием этого меморандума. Как расставить фокусы, чтобы сбить фокус, чтобы сбить внимание с этого проекта. Поэтому они сказали, что нет, проект, мы не все 500 миллионов, это огромная сумма, подумайте, $500 миллиарда, $500 миллионов. Мы не все эти $500 миллионов будем платить россиянам, а только часть, только третья часть пойдет туда, нам было сказано. Даже если это ровно 1/3, это все равно огромные деньги, непонятно почему, которые мы хотим платить за набор из бесплатных продуктов с открытым кодом. Нам не было это объяснено до сих пор, почему мы это хотим сделать. Если вопрос, что какая именно часть из этих $500 миллионов пойдет отечественным IT-компаниям, да? Она пойдет, по словам того же Багдата Мусина, который он говорил 9 сентября, он очень сильно ругал отечественные IT-компании. Он говорил, что, грубо говоря, несколько компаний, там 6-8 компаний забирают все тендеры на разработку, сопровождение тех 400 систем, про которые идет речь, которые мы здесь хотим унифицировать и централизовать. И высказывалось очень много претензий по отношению к этим отечественным IT-компаниям, что они, грубо говоря, потратили на себя большое количество денег и ничего не сделали. И теперь мы хотим какую-то огромную сумму отдать этим компаниям, чтобы они сделали что? Что они будут строить? В чем заключается эта новая программа цифровизации? Что конкретно они будут строить? Они будут строить нам цифровой концлагерь? Или что? Они будут строить нам те самые платежные системы, которые президент Токаев во время своего послания упоминал, которые выведут из тени большое количество предпринимателей и заставят их платить пенсионные отчисления, отчисления по социальному и медицинскому страхованию. Видимо, часть пойдет туда, часть пойдет на какие-то другие средства. В чем заключается эта программа цифровизации? Нам до сих пор ничего не рассказали. Здесь Мухтар Тайжан, который, конечно, никакой не айтишник, как он сам говорит, он единственный из гражданских был на этой встрече, судя по его словам. Он, я не знаю, понимает он или не понимает в том, что 4 пункта, которые он перечислил, на которые все у нас ссылаются, они не являются ни победой, не являются чем-то новым. Они не являются чем-то новым, часть из этого не является новым аж с 9 сентября, часть из этого не является новым с 24-25 октября. Это все было известно, это не исключает тех рисков, которые я озвучивал в своих предыдущих видео на эту тему. Правда, Мухтар Тайжан вместо этого пытается выставить ситуацию так, как будто бы
Он высказал какие-то требования 2 недели назад, и министр, наше правительство пошло ему навстречу. Какие требования он тогда высказывал? Он против того, чтобы государственной цифровизацией Казахстана, тем более нашим ЕГОВ, занимались бы российские или китайские, или американские, или европейские, или какие-либо другие организации. Он считает, что мы в достаточной степени развиты, чтобы в дальнейшей государственной цифровизации Казахстана занимались наши собственные компании. Ну, в принципе, наверное, закономерная позиция, ничего особенного нет. Я лично не вижу проблемы, если какими-то вещами будут заниматься там американские или европейские организации, если к ним есть доверие, они известны на рынке, это все нормально контролируется, это все открыто, чтобы это все было видно не так, как сейчас, когда мы ничего не понимаем. Вся информация, которую мы получаем, исходит из блогеров. Второе требование, которое он тогда говорил, он не согласится, чтобы базы данных были доступны иностранным государствам. Они должны быть защищены от иностранного вмешательства, храниться только на специальных серверах, только на территории нашей страны. Все эти требования, которые он высказывал 2 недели назад, это такая игра в поддавки. Это он требовал то, что и так уже было. Он специально выдвигал, мне кажется, такие требования, которые они 100% могли сделать и собирались сделать. И говорили о том, что они будут это делать просто потому, что никто в этом не разбирается. У человека несведущего может сложиться впечатление, что да, это какие-то нормальные требования, которые этого нет, этого не планировалось, и вот если мы это потребуем, и тогда это сделают, то все будет хорошо, вся проблема будет решена. Нет, это уже было. Это уже было, это никак не влияет, как я уже сказал, не относится к тем рискам, про которые я говорил, а именно отсутствие прозрачности, что мы не видим, что мы покупаем, что наше правительство для нас покупает, что оно собирается строить. И почему это стоит таких денег. Что именно мы покупаем, за какую цену, от кого и почему за такие деньги. И за какие конкретно деньги, нам тоже ничего не сказали. Нам не сказали ничего, кроме общего бюджета. Это не так делается. Ты всегда общий бюджет, он складывается из каких-то компонентов. Ты знаешь, что вот это будет стоить столько-то, это работы будут стоить столько-то, это будет столько-то. У тебя в конце получается общий бюджет. Ты не можешь придумать вначале общий бюджет, а потом его перераспределять по-разному. Никто не против платформенного подхода в развитии гостеха страны, но мы должны иметь свои собственные исключительные ключи доступа, особенно исходные коды. Это опять игра в поддавки. Вот эта игра с вот этими словами, что нам нужны исходные коды. Вы просто пересмотрите круглый стол 9 сентября. Это ровно то, что говорит Багдат Мусин. И вот 24 октября Мухтар Тайжан стучит по столу виртуально и требует исходных кодов. Багдат Мусин говорил, что мы хотим эту сберовскую платформу, потому что нам нужны вот эти исходные коды. И именно Сбер почему-то нам их может дать. И здесь вот спустя 1,5 месяца Мухтар Тайжан требует этих самых исходных кодов. Тех самых, которые на самом деле бесплатные и открытые, и которыми все в мире программисты пользуются. Выделяемые деньги должны в основном остаться в нашей стране. Ну, то есть мне вот это все напоминает, что мне это, как мне это кажется, да, со стороны. Я человек, который не общался ни с Багдатом Мусиным, ни с Мухтаром
Тайжаном, ни с кем. Я вообще сижу в Нидерландах. Но как это выглядит для меня, это то, что 1,5 месяца Багдат Мусин думал, как бы исправить, как бы сместить акценты. И встретился с блогерами, отдельно приберег Мухтара Тайжана, который на этой встрече не участвовал и как бы остался как бы в стороне, и как бы он вот был на рыбалке в это время, как бы ни при чем, то есть он как бы ассоциирует на контрасте с продажными блогерами, он как бы представляет собой казахстанское общество, казахстанских патриотов, да, который не заморался, и поэтому может стучать виртуально по столу и требовать вот эти требования, которые были озвучены и которые там уже есть, про которые говорилось с самого начала самим Багдатом Мусиным. И теперь вот они героически, спустя 2 недели, эти все требования они выполняют. Так они про них уже рассказали 9 сентября, что они это будут делать. В чем заключается наша победа? В чем вот эта победа общества, Когам ЖНС? За что казахтар сүйінші? Чему мы так радуемся? Давайте зайдем. Вот кто у нас здесь есть? Где эти айтишники, да, которые встречаются? Где наше видео? Чем хорош был круглый стол? Тем, что там была какая-то информация озвучивалась, говорились какие-то термины программистские. Я снял несколько видео, где я постоянно через каждые несколько секунд ставлю паузу и либо разъясняю, что говорится этими терминами, либо высказываю какие-то комментарии или свои опасения, высказываю, какие могут быть риски, да? Там можно было хоть что-то обсуждать. Нам не дали никакой информации, нам не дали, главное, технической информации. В итоге мы вынуждены довольствоваться вот этими нетехнарями, вот этими блогерами, Тайжаном и другими, которые спрашивают про бездомных собак и героически требуют то, что в проекте было с самого начала. Почему они требуют то, что в проекте было с самого начала? Не является ли это игрой в поддавки? Где у нас видеозапись с вот этой встречи? Как мы можем прокомментировать и проверить, что происходит, что мы покупаем, какого кота в мешке мы покупаем и почему мы его покупаем? За какие деньги? Ничего не понятно, ничего не известно. Кто эти люди? Хорошо, я здесь вижу, видимо, говорил Байжан Канафин. Давайте откроем, может быть, он у себя на страничке что-нибудь написал, да? Вот он 17 часов назад рекламирует свою платформу Документолог, как обычно. Он будет участвовать в разработке. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Его компания, как раньше, была одной из тех компаний, которые пилили эти 400 системы, которые Багдат Мусин так героически стыдил. Так она и останется. Или вот Булат Башеев, который, кто он, председатель Атамекен или какую-то должность в Атамекене занимает, и директор, основатель Артасофт. Он, может быть, о чем-то написал. Нет, он тоже пишет про свои продукты. Он ничего не написал, никаких деталей про это. Кто у нас здесь еще сидит? Вот я вижу Евгений Максимов, да, из холдинга Somehow. Он участвовал в этом круглом столе, задавал типа бы неплохие такие вопросы, имеющие какой-то смысл. Он написал? Нет, он ничего об этом не написал. Он был на этой встрече, ничего не написал.
Кто у нас на круглом столе участвовал? Улжас Ордабаев, зампредседателя НПП Атамикен. Он 12 часов назад вот какое-то заседание проводил. Написал он что-нибудь об этом? Об этой встрече? Какие-то детали он нам рассказал? Нет. Был он на этой встрече? Мы не знаем. Кто был? Вот Максимов точно был. Канафин точно был. Они ничего об этом не написали. Может быть, сам Багдад Мусин об этом написал? Да, давайте проверим. Вот он своих... Через несколько дней после вот этой встречи с блогером он своих детей показал. Поздравляю его с рождением 5-го ребенка. Еще раз. Потом он героически поймал человека в спецзоне, который там водительские удостоверения коррупционно купил. Он, видимо, решил стать как блогеры. Есть блогеры в Ютубе, в Инстаграме, которые ловят нарушителей, которые неправильно припарковались или там не говорят на казахском языке или еще как-то там нарушают закон. И вот он типа такой блогер, который ловит вот этих нарушителей, да? Видимо, раз народ любит блогеров, то и нашему министру цифрового развития тоже нужно быть как блогеру. Лично в спецзоне искать людей, покупающих водительские удостоверения. Снимать их. Вирусный контент. Чего не сделаешь, чтобы казахи были довольны. Ну вот, он... Последнее, что он написал, тоже 5 ноября. Это у нас с вот этой встречи, с форума. Где информация? Где информация, которую мы можем обсуждать? Ничего нету. Сбербанк не будет заниматься дальнейшей цифровизацией Казахстана. Но какие-то импортные компоненты, ПО, исходные коды, мы будем покупать. 24-25 октября нам говорилось, что мы будем покупать у Сбера не платформы, мы будем покупать у Сбера только исходные коды. Теперь мы будем это покупать не у Сбера, или мы будем покупать это у Сбера? У кого? У какой импортной компании мы будем это покупать? Или это будет какая-то другая компания, подставное лицо, подставная компания, которой Сбер это продаст, а потом мы купим у этой компании. У кого мы будем покупать? И что мы будем покупать? Какие компоненты и зачем мы будем покупать? И почему именно по этим суммам мы будем это покупать? Наших айтишников, которые ничего не написали, были на встрече, ничего не рассказали, их успокоили. Потом они сказали, что большая часть из этих 500 миллионов пойдет либо им, тем самым компаниям, которые Багдад Мусин на протяжении нескольких часов вскрывал их недобросовестность, а также на сервера. У нас огромные суммы ежегодно тратятся на сервера, у нас построенные ЦОДы, но мы все равно опять будем покупать сервера. Ничего не изменилось. В Казахстане в сфере IT все как было, так и остается. Единственное, что появился новый какой-то непонятный огромный бюджет в 500 миллионов. Для строительства чего? У нас был уже огромный бюджет, по словам Багдада Мусина,
Казахстан тратил непонятно зачем, непонятно каким результатом, по его словам, да, тратил большие деньги на вот эти сервера, на иностранное ПО, на вот эти несколько IT-компаний, которые якобы ни черта не делают, а только все разворовывают, да. И теперь все осталось точно так же, просто добавилась огромная сумма, огромный бюджет в $500 миллионов. Для чего? Если это простой распил, если это просто такая, опять мы кормим коррупцию, и это просто наши новые горизонты, да, новые дерзкие суммы в $500 миллионов, то это одно. Тогда это просто вопрос. Тогда это сродни каким-нибудь проектам типа Азиады, Экспо и так далее. Если же нам хотят за 500 миллионов что-то построить, например, цифровой концлагерь, это другой вопрос. Могут ли отечественные IT-компании построить нам цифровой концлагерь? Вы спросите. Я отвечу вам, конечно, могут. Они его уже строят. Какие-то из моих коллег, ребят, которых я лично вырастил, учил программировать, как работать и так далее, кто-то из них сегодня, допустим, работает на проектах по распознаванию людей на камерах, когда человек может расплатиться своим лицом, да, программа его распознает, и она его впустит или, соответственно, не впустит в транспорт или в какое-то помещение. Кого-то будет впускать, а кого-то не будет впускать. Кому-то будет разрешено, а кому-то не будет разрешено. Это уже сейчас строится, это уже сейчас делается нашими Харапаем Казахтар, наши казахские парни делают уже сейчас это возможным. Хотите вы этого или нет? Хотите ли вы давать $500 миллионов ваших денег на то, чтобы за вами следили и вас бы цифровизовали по самое не могу? Я всем рекомендую посмотреть эпизод 1 3 сезона сериала «Черное зеркало». Называется Nosedive, или по-русски «Нырок». Возможно, вы его уже видели. Пересмотрите эту серию. Это мир, который выглядит снаружи очень хорошо, красиво и похоже на нашу современность уже очень сильно. Но, по сути, представляет себе что-то зловещее. Обязательно посмотрите эту серию и решите для себя, победа общества это или нет. И что у нас там со Сбером. Пишите комментарии, что вы думаете, ставьте лайки, поделитесь, если считаете, что это нужно. Спасибо. Сау болыңыздар.